Летом велик соблазн съесть мороженое или попить ледяной воды. Добавить к этому дуэту кондиционеры и можно получить переохлаждение. Главный провоцирующий фактор – ОРВИ и ОРЗ. Мама приходит и говорят, что вот мы купались в бассейне, заболели ангиной. Нет, это просто идет цепочкой. Он купался в бассейне, пил холодную воду, ел мороженое холодное, и у него снизился иммунитет. Где-то летал вирус, он его подхватил. А не потому, что он поел и заболел. Нет, кто-то ему принес с работы, папа, например, и мама пошла в магазин и принесла. Вот, и мы получили вирусную ангину. Увеличение миндалин, налеты, гнойнички, повышение температуры, ну и интоксикационный синдром. Острый тензилит или в народе ангина – это воспаление миндалин, вызванное вирусами или бактериями. В большинстве возбудителей болезни стрептококки и стафилококки, но часто тензилит возникает после гриппа или ОРВИ. Если это бактериальная инфекция, мы приходим к антибиотикам, потому что тут никак без них. Или приходят мамы, которые уже начали курс антибиотика. Если по старым рекомендациям нам нужно было продолжать курс антибиотика, раз мы начали, потому что это вирус такой, что они приспосабливаются к этому антибиотику потом. И потом, если от этого ребенка кто-то заразится, уже с этим антибиотиком ты не справишься, то сейчас нет. Сейчас мы можем сразу отменять курс антибиотика по новым рекомендациям и продолжать уже лечение, которое мы считаем правильным. Самолечение может ухудшить состояние больного. Именно врач должен выписать лекарства в зависимости от патологии. Самолечение, во-первых, ухудшением состояния, потому что от незнания мы начинаем, нам кажется, мы сделаем легче своему ребенку, и мы начинаем его пихать, даже то, что они снижают температуру жаропонижающими. В принципе, подъем температуры наш организм для чего поднимает? Чтобы справиться с этим заболеванием, чтобы убить эту патогенную флору в себе. А наши мамочки приходят, он у нас 37,4, я ему дала жаропонижающий, он капризничал. Да, он капризничал, но иммунитет не будет вырабатываться в следующий раз на это заболевание. Болезнь в народе, известная как свинка, уже заявила о себе в регионе в этом году. Притом болеют не только дети, но и взрослые. Она может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Симптомы ее слабо выражены и проявляются не сразу. Боль в горле, температура и головная боль. Но есть характерные отличия от той же ангины. Такой большой бум на паротит. Это приходили мамы и говорили, что у нас лимфоузлы, воспалились лимфоузлы, все. А это не лимфоузлы. Лимфоузел, ты когда его трогаешь, ты чувствуешь комочек, что-то. А это прям такой отек около ушной железы, который переходит вот щека, шея. Вот с такими отеками не подходят. Как говорят медики, в основном заболевшие – это непривитые дети. Недавние вспышки кори, паротита могут стать началом возвращения и других заболеваний, которые почти ушли в небытие. Но из-за повального отказа от прививок можно ожидать волну опасных недугов, от которых уже не защититься. В основном своем невакцинированные дети. Потому что такого коллективного иммунитета, как у нас с вами сейчас, нет. Потому что большая часть, 80% непривитых детей. В прошлом году мы боролись с корью, перетекая в этот год. В этот год мы плавно перешли к паротиту. Стараемся говорить с населением, разговаривать, показывать на случай. Просто понимаете, мы же в основном своем боимся не сколько инфекционного заболевания. Да, ты им заболел, ты вылечишься. Оно пройдет через некоторое время. Мы боимся осложнений этих вирусных заболеваний. Паротит может привести к осложнениям поджелудочной железы. Чтобы защититься от болезней, важно позаботиться об иммунитете, а это своевременная вакцинация, прием витаминов и соблюдение режима дня и гигиена. Тамара Хашагульгова, Муслим Арчаков, Магаз 24.